Якутске прошел 13-й республиканский конкурс среди учащихся республики «Будущий дипломат-2019». Сегодня в нашей студии победитель конкурса Илья Близнецов. Да, ученик 11 класса Якутского городского лицея. Илья, доброе утро. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, подробнее, да, трудно ли было тебе принять участие, вообще впервые ли для тебя подобного рода мероприятие, конкурс прошел? Ну, я участвовал уже 3 года в этом конкурсе. Ежегодно, да? Да, с 9 класса. Сам конкурс, ну, он непростой, там присутствует конкуренция. Так, ну в чем его задачи, да? Конкурса? Задача? Принимают участие учащиеся, Принимают участие, да, ученики. Школ города, республики. Школ республики. Так, сколько было участников? На финале было, кажется, 55 участников с республики всей. И все с разными работами. На какие темы были конкурсные работы? Ну, всего было 10 тем, кажется, насколько я помню. И участники могли делать работы по выбору на любую из 10 тем. Так, А ты какую выбрал? Я выбрал тему «Россия и интеграция в Северо-Восточной Азии». Интересная тема. А что она себя включает? Ну, что ты сделал? Какой-то анализ получил? В теме я сделал анализ ситуации политической и экономической в плане сотрудничества России и стран Северо-Восточной Азии. И примерно выявил, какие существуют перспективы в развитии этих отношений. И какие перспективы ты выявил? Перспективы выявил в области экономики, то есть какие есть перспективные проекты, допустим, у России с Китаем или у России с Японией, и перспективы в области политики. Как серьезно, да? Да, серьезно. А как долго ты работал над... Как долго анализ Работа над проводил? самой, ну вот именно над эссе у меня заняла около недели. Я читал различную литературу по теме и писал эссе. Еще потребовалось потратить силы на то, чтобы его сократить, чтобы был достаточный размер. Вот. А в плане подготовки к самому конкурсу, то я готовился в основном только во время проведения конкурса уже. Потому что большая часть знаний, которые мне там пригодилось, они были у меня до этого. А в конкурсе нужно было защитить ну, на иностранном каком-нибудь языке, на английском? В конкурсе есть 3 этапа. Первый этап — это собеседование. То есть там участники защищают свои работы, потом они отвечают на вопросы по знанию мировой проблематики. После этого у них также проверяют знание иностранного языка. Это английский, но по выбору можно также взять какой-нибудь другой язык, если будет возможность. И им также задают вопросы по знанию краеведения. Ну, что касается темы твоей работы, ты сам к ней пришел, заинтересован был? Да. Или как-то с учителем? Самостоятельно. Ну, мы тебя поздравляем, в любом случае ты победитель. А что дает тебе эта победа? Дает право на поступление в дипакадемию в городе Москве. И ты туда будешь поступать? Скорее всего. Ну, в дальнейшем ты хочешь стать дипломатом, правильно? Защищать интересы... Я еще думаю над этим вопросом, в какой области я собираюсь туда устраиваться. Но, скорее всего, это будет сфера, связанная с сотрудничеством с различными, может быть, иностранными партнерами и так далее. Здорово. Что ж, Илья, мы тебе в любом случае желаем только успехов, удачи в поступлении, удачи на экзаменах, конечно же. Спасибо, что принял участие в нашей программе. Успехов тебе. Конечно, всего самого хорошего. Главное, отличной студенческой жизни я бы пожелал еще. Такой серьезный Илья, да? На этой серьезной ноте мы с вами, уважаемые телезрители, прощаемся. До завтра. Удачного дня. До свидания.